Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа «Манасия». В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасии Сагынбаева Розбакова написан пятитомный роман в прозе на кыргызском языке «Манас». Эта книга в настоящее время решением ученого совета Академии образования при Министерстве образования Кыргызской Республики включена в школьную программу. Кроме этого, я подготовил для учеников 8-11 классов такие рабочие тетради, и они также включены в школьную программу при изучении эпоса «Манас». О высоком качестве моего произведения свидетельствует то, что первый том моей книги включен во всемирную 100-томную тюркоязычную антологию под названием «Жемчужина тюркской литературы», где в 88-м томе опубликован первый том моего романа «Манас». В настоящее время я работаю над второй частью трилогии эпосом Семетей. Мною закончен первый том романа, и сейчас идет работа над вторым томом. А кроме этого, вот так я в течение уже нескольких месяцев выступаю с видеороликом, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки своих книг. Надо заметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Теперь перейдем к теме нашей передачи. В прошлой передаче я рассказывал о том, что американский ученый Ричард Хьюитт считает, что кыргызы являются потерянным коленом, Израилем, потерянным племенем евреев. На чем он обосновывает свои выводы? Ну, во-первых, он говорит, что между Библией и эпосом «Манас» существует очень много сходства. Например, у кыргызов говорится, что, вернее, в Библии написано, что Ева была создана из ребра Адама. Но надо сказать, что в Коране не написано об этом. Тем не менее, и сейчас кыргызские мужчины говорят при спорных ситуациях, что дай-ка я посоветую со своим ребром, то есть спрошу свою жену. Вот Ричард Хьюитт говорит, что христиане тоже так поступают, мусульмане тоже. Так откуда же в кыргызах появилось, говорит, это древнее выражение. Второй момент сходства, говорит, вот когда Иосиф женился на красивой египтянке, у него родился сын Манасия. Тогда египтяне начали нападать на 12 кочевых племен Якова и начали убивать всех мальчиков их родин. Но в эпосе Манас тоже говорится, что при рождении Манаса китайцы начали убивать беременных женщин, вспарывать им животы и выкидывать плод. Но также они уничтожали мальчиков. И вот, говорит, Хьюитт говорит, что когда кыргызы ушли с Алтая, в их армии было 600 тысяч солдат. Ну и в Библии говорится, что 12 племен Якова бежали на территорию современного Израиля, спасаясь от ассирийцев. Их тоже было, говорит, 600 тысяч. Ну и, наконец, здесь он утверждает, что герои, вернее, матери героев долгие годы были бесплодными. Действительно, мать Манаса, Чиерлы, была долгое время бесплодна, а потом только она родила. То же самое мать Манасии тоже была долгое время бездетной. Ну и
одним из козырей своей гипотезы Ричард Хьюит называет свое путешествие на границе Индии и Бирмы, где он встретил племя Бакая, или, как их по-другому назвать, Куки. А надо сказать, что Бакай – это один из главных героев эпоса Манас, двоюродный брат богатыря Манаса, Бакай. И вот он там, Ричард Хьюит, познакомился с доктором Купланом, который сам был из рода Бакая и занимался исследованием легенд своего народа. И Куплан сумел доказать, что его род, племя – это потомки библейского племени Манасии. И самое удивительное, его эти доказательства признали в Израиле, и в 2005 году племя Куки, Бакая, было переселено в Израиль и получили гражданство этой страны. Но вот он так говорит, что Куки, Бакай и кыргызский эпос, они очень, говорит, сходны. Ну и все эти свои выводы Ричард Хьюит описал в книге «Кыргызы» и «Запретная книга». Она доступна в интернете. Кто хочет, интересуется этим, может прочитать там все то, о чем я сейчас вам рассказал вкратце. Ну и, наконец, и Ричард Хьюит, и другие исследователи обращают внимание на то, что о родстве евреев и кыргызов доказывает их гаплогруппа. Ну, сами, наверное, знаете, гаплогруппа – это наука о крови. И, значит, согласно этой науке, вот эта гаплогруппа передается, Y-хромосома передается от отца к сыну, и вот эта группа очень практически не меняется. И в течение даже нескольких тысячелетий практически она не меняется, за редким исключением. И вот у кыргызов в большинстве своем имеется гаплогруппа R1A1A. Ну, в настоящее время вот это исследование генетиков по исследованию гаплогрупп показывает, что такую же группу крови R1A1A у кыргызов имеет 63% населения, у таджиков 64%, у индусов от 60 до 72%, а у европейских народов, у чехов 38%, у русских 39%, белорусов 59%, венгров, поляков 57%, у немцев 64%, а у немецких ашкеназских левитов, то есть это леви одной из 12 племен Израиля, вот у ашкеназских левитов эта гаплогруппа R1A1A составляет 52%. То есть вот эти данные, по мнению Ричарда Хьюита, доказывают то, что кыргызы являются одним из исчезнувших племен Израиля. Так ли это или нет, я думаю, должны показать вот эти исследования наших историков, этнографов, ну и, наконец, генетиков. Потому что там, как показано в таблицах, гаплогруппы проверялись у ограниченного количества людей, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию родства тех или иных народов
требуются значительные исследования, значительные средства. Но как бы там ни было, я считаю, что все люди произошли от одного отца и матери, от Адама и Евы. Естественно, все люди являются братьями, сестрами. Тем более по утверждению генетиков тех же самых, все люди на Земле, уже начиная от 5-го, 6-го поколения, восходящего поколения, уже являются между собой родственниками, имеют родственную связь уже в 5-м, 6-м поколении, восходящего поколения, они уже являются родственниками. Поэтому я думаю, что главное, чтобы мы все оставались людьми, вели себя по-человечески, были сердечны, внимательны, милосердны и с гордостью носили звание человека. Вот это, по-моему, главное, чтобы мы оставались людьми, а не превращались на новых зверей. Но это все, что я хотел рассказать вам об теории Ричарда Хьюита, являются ли кыргызы потомками евреев, являются ли исчезнувшим племенем. Ну, а вы сами сделайте для себя выводы. Ну, а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Мой Витязь прав, вынужден был признаться себе Манас. В самом деле, что со мной происходит? Почему я кричу, ору, избиваю своих друзей Витязей? Что они мне плохого сделали? Зачем я поднял руку на людей, которые всегда выполняли мои приказания? Шли туда, куда я приказывал, беспрекословно, добросовестно служили мне. В чем их вина, если ко мне не пришли Сани-Рабига, Атемир и его сановники? В том, что я остался голодным, и никто не обращал на меня внимания. Мои же это невиновны. Вся вина лежит на Атемире и Сани-Рабиге. Если я хочу отомстить, то должен мстить именно им. Но я не имею никакого права кричать и выражать недовольство друзьями и воинами. Сконфуженный тем, что его злость и терпеливость обернулись против него самого, пристыженный Манас, покраснев, сказал одному из витязей: «Побыстрее подай мне акулу». Пока выполнялся его приказ, богатырь вошел обратно в комнату и надел свою боевую одежду. Когда он был там, Бакай обратился к витязям. «Богатыри, — сказал он, — не поддавайтесь, как Манас, эмоциям, не громите, не убивайте таджиков. Возьмите себя в руки и будьте терпеливыми». Выйдя из дома, Манас пришпорил своего коня. Витязи поскакали вслед за ним и с громкими криками начали объезжать город. Это не на шутку переполошило население города Атемира. Этому была веская причина. Приехавшие в качестве сватов 60 тысяч кыргызов будто взбесились и начали громить безмятежно лежавшую их Киевку. Они избили немало безвинных людей. Чтобы сообщить об этом, один из сановников прибежал во дворец Атемира. «Повелитель, — волнованно сказал он, — Манас со своими воинами избивает всех горожан». Услышав это, Атемир был поражен. Я не ослышался, чуть не упал хан. Как Манас, будучи моим зятем, может атаковать мой город? Что мы ему плохого сделали? Со всеми почестями устроили его у себя дома. Уже 2 дня его отец, старейшин и витязи
висят у нас. Никто слова плохого не сказал ни ему, ни его приближенным. Если никто их не оскорбил, не поднимал на них руку, почему они издеваются над нами? Видимо, здесь кроется какая-то тайна. Необходимо все выяснить. Возможно, здесь произошли события, о которых мне ничего не известно. Вызову сановника, посоветуюсь с ними. Удивленный тем, что резко изменилось настроение, Атамир подозвал к себе начальника дворцовой стражи. «Позови ко мне всех придворных», — приказал хан. Выполняя его указания, через некоторое время все вельможи собрались у него. В это время армия Манаса с громкими криками вплотную подскакала к ханскому дворцу. «Повелитель, мы попали в большую передрягу, собираясь выдать Сани-Рабигу замуж», — озабоченно произнес Абдыкалов. «Что за проклятый человек, этот ваш зять? Или кто-то сделал ему плохо и бросил его? Если нет, почему Манас так беснуется?» Не зная, что и думать, Атамир покачал головой. «Кто ухаживал за Манасом?» — спросил он вельмож. «Вероятно, кто-то ненароком задел его. Немедленно выяснить это женщин». «Слушаюсь», — ответил Абдыкалов и сразу вышел наружу, чтобы выполнить приказ. Через некоторое время он вернулся обратно. «Повелитель», — сказал вельможа, — «за эти дни никто не навещал Манаса. Никто ничего не знает о нем. Тогда узнаете, возможно, кто-то из девушек готовил еду и относил ему хлеба», — снова приказал хан. «Быстро выясните это». Охранники, побежавшие к девушкам, через некоторое время вернулись обратно. «Повелитель», — доложил начальник стражи, — «никто не ходил к Манасу. Нет ни одного человека, который бы видел его». «Горе нам!» — громко крикнул рослый, смуглый Тулабек, от страха вытаращив глаза и тряся всем телом, как в лихорадке. «Оказывается, мы оставили Манаса одного, голодным. Никто из баб также не проведал его. Надеясь на них, мы не стали навещать богатыря. Рассердив Манаса, мы навлекли на себя громадную беду, достойную века. Что теперь с нами будет?» «О, — ударил по своей голове Атамир в отчаянии, — а я-то, дурак, недоумевал, почему Манас так разозлился? Что мы ему плохого сделали? Считал, что он очень плохой человек. Но теперь выясняется, что мы сами во всем виноваты». «Да, повелитель, — хмуро отметил Акылбаис, — без всякой надобности мы усложнили себе жизнь. Когда я ушел следить за постройкой юрты, никто не удосужился сходить к Манасу», — чуть не завыл Атамир. «О, бедная моя головушка, бедная головушка! Лучше бы мне сдохнуть, чем строить юрту. Почему я не стал сам заниматься Манасом, бросив все остальные дела? Вот, пожалуйста, каков итог». Оставшись один, голодный, богатырь от злости начал избивать наших людей. Что делали до настоящего времени Сани-Рабига и проклятая моя жена? Почему они не проведали зятя? Ведь они прекрасно знали, что я был занят на стройке. Атамир, пришедший в отчаяние, начал злиться на Сани-Рабигу и жену. «Почему они не пошли к Манасу?» — гневно заорал он. «Это была первейшая обязанность дочери и жены — проведать зятя. Если было недосуг этим заняться, что помешало им отправить других девиц или молодых к Манасу, позаботиться о нем? Что это за издевательство такое?» В это время армия Манаса
поднимая все вверх в новом городе, избивая всех лаявших собак, разрушая лавки лепешечников, приблизились к ханскому дворцу. Услышав об этом, мама Сани-Рабиги Ахмамат расстроилась, сердито посмотрела на дочку, сидевшую у нее в комнате. Сани-Рабига, горестно сказала она, я сколько раз просила тебя сходить к Манасу, но ты отказалась, тем самым навлекла на нас горе. Неужели было трудно соблюсти приличие и проведать Манас? Услышав упреки мамы, среднего роста, худощавой, чернобровой, длинноволосой, светлолицей женщины, Сани-Рабига побледнела. Не переборщила ли я, отказавшись пойти к Манасу? Испуганно подумала она. После того, как он совершил идиотский поступок, ворвался в комнату и напал на меня, я разозлилась и ранила его кинжалом. Когда Манас пришел к нам в гости, желая его наказать, я специально не пошла к нему. И именно я не пустила к нему девушек и других слуг. Но мне в голову не приходило, что Манас может так разбушеваться. Хотя он очень храбрый, смелый, но в то же время оказывается очень злой и терпеливый человек. Что теперь делать? Нет другого выхода, кроме как пойти к Манасу, успокоить его, выйду ему навстречу, тем самым спасу народ от гибели. Приняв такое решение, девушка с нежностью посмотрела на Ахмаму. «Мама, — сказала она, — как я могу допустить, чтобы таджиков избивали и издевались над ними? Я встречусь с Манасом и остановлю это безобразие». «Как ты сумеешь остановить рассерженного богатыря?» — с сомнением в голосе спросила Ахмама. «Не беспокойся об этом. Я пойду к Манасу, чтобы вступить с ним в брак». Предвидев, что кровопийца может именно так поступить, Сани-Рабига заранее подготовила 60 девушек, нарядив разноцветную, красивую одежду. Надев лучшее платье, сверкая неземной красотой, покачивая крутыми бедрами, благоухая приятными ароматами, в сопровождении девушек Сани-Рабига пришла во дворец от эмира. «Папа, — сказала она, — защищая таджиков ради народа, я решила посвятить себя Манасу. Дайте мне 5 вельмож. Если я сама не отправлюсь к нему, Манас не успокоится». «Я согласен, — ответил эмир и дал дочери провожатые 5 сановников во главе с Акылбаисом. С позволения отца Сани-Рабига выбрала 60 девиц, самых красивых 40 девушек. Вельможи, привязав белый платок к флагу, налили в золотое ведро медовый щербет и отправили в сторону армии кыргызов. Когда они подъехали ближе, Бакай, ехавший во главе войск, сразу узнал их. «Никому не трогать таджиков!» — громко крикнул богатырь. Повинуясь приказу, кыргызы замерли на месте, как вкопанные. Манас, подскакав к ним из задних рядов, крайне разозлился. «Почему остановились?» — гневно заорал он. «Почему не скачете дальше? Не входите в город? Немедленно переходите в наступление и избивайте всех горожан до единого!» Разбушевавшись, Манас не заметил среди стоявших перед ним таджиков Сани-Рабигу. Девушка, увидев кровопийцу, удивленно покачала головой. «Да чего же сердитый и злой характер моего будущего мужа?» — поразилась она. «Смотри, как он кричит и орет, разозленный тем, что воины остановились. И если я сейчас мольбой и уговором не остановлю Манаса, он точно перебьет всех таджиков. С такими людьми в подобных случаях надо разговаривать только мягко и вежливо.
Если буду разговаривать с ним резко, кровопийца может избить не только других, но и меня. Поэтому буду с ним чрезвычайно ласково.